Күніне 12 сағат аптасына алма күн жұмыс істеймін. Бар болғаны 200 мың теңге аламын. Жалақыны да үнемі кешіктіріп береді. Жалақымның жартысы коммуналдық қызметке кетеді. Күнделікті тамағымызға да ақша көп кетеді. Азық-түлік бағасы күн санап өсіп жатыр. Жалақым түгелде ипотека мен пәтерақыға кетеді. Осы жылы бензин бағасы да көтерілуі мүмкін. Асу жиһазы да керек, бірақ ақша жағы кем болып тұр. Ақшаны қалай үнемдеуге болады? Кейде жалақы мен қажетті дегеннен өзін алға жетпей жатады. Вот, сижу, значит, учу казахский язык. Учу спокойно, да, и ко мне приходит сообщение. Ребята, вы не поверите, я вчера запилил ролик вот на канале «Жена Контратак ТВ», и мне пришлось заблокировать 8, я не скажу людей, 8 никнеймов, которые спорят со мной, почему я учу казахский язык, зачем это мне нужно и зачем я топлю за казахский язык. Я, честно сказать, не пойму таких людей. Я не знаю, откуда они, с какой страны они, там, из России, там, из Казахстана, там, может быть, из Америки, из США, я не знаю, но фишка в том, что пара еще никнеймов, они заходили на мои старые каналы, на канал Контратак ТВ, и я уже помню, я знаю, что эти никнеймы живут в Германии. Я же в прошлом ролике сказал, ну, люди, которые живут в Германии, учат немецкий язык. Это нормально, да, это государственный язык Германии. И здесь никаких вопросов даже не возникает и не должно, в принципе, возникать. Живешь в стране, учи язык этой страны. Все очень просто. Я не понимаю вот этих людей. Ну, допустим, один никнейм, да, живет в Германии. Он меня спрашивает, в каком году начали преподавать казахский язык в Казахстане. Я ему пишу, я не знаю точно, но у меня, по-моему, началось в 3 классе. Когда я был в 3 классе, я даже не помню, может быть, это был, может быть, 87-й, может быть, 88-й год. Я предполагаю, 87-й год. Это не важно. Важно то, что у нас в школе начали преподавать казахский язык для всех, без разбора. И всех, кто хотели учить, те учили. В принципе, это была обязаловка, и у нас, я хотел сказать уже по-немецки ganz normal, просто мы все приходили в классы, как и любой другой урок, литература, там, пение, мы начинали учить казахский язык. Все. Этот человек, который мне написал этот комментарий, он, наверное, себя убеждает в том, что если у него в школе не преподавали казахский язык, значит это нормально, и сейчас топить за казахский язык не надо. Он, наверное, в Германию приехал в возрасте примерно 12 лет, и скорее всего, когда он приехал в Германию, тогда действительно еще не начали преподавать казахский язык, а потом попозже начали преподавать. Либо он был просто еще маленький, и просто еще, действительно, он не попал еще под это время, когда люди начали учить казахский язык в Казахстане. Но вопрос, что вот эти люди пытаются со мной выспорить? В чем вообще заключается спор? Именно я, по их мнению, не должен не просто топить за казахский язык, а я не должен его учить. А почему тогда не возникает вопрос, а можно ли мне учить английский язык? Можно ли мне учить немецкий язык? Можно ли мне учить французский язык? Китайский язык? Я в свое время даже пытался китайский учить, но это сложный язык, поэтому я подумал, я вот казахский подучу, и тогда уже вернусь к китайскому языку. Мы, граждане этой планеты Земля, имеем право учить любой язык, любого народа, любой национальности, которую мы хотим, без разницы, кому это нравится или не нравится. Вот, нравится, не нравится, да, терпимая красавица, как-то так. Поэтому вот таким комментаторам я могу просто сказать, ребята, у каждого человека есть свой выбор, у каждого человека есть свое право выбора, чего угодно, учить язык,
там, какую там одежду носить, или вообще неважно что. Ну, каждый человек есть свое право выбора. Вот я выбрал учить казахский язык. У меня есть на это право. У меня есть моя свобода, мои свободы для этого. Я так хочу. Почему я топлю? Потому что я опять же повторяю, потому что те люди, которые не могут еще признать казахский язык, им уже пора его признать. И в этом и заключается моя цель тоже. Вот смотрите, я просто сижу, учу текст. Удайға шүкір, табысымыз жақсы, ақшымызды онда солды шашпай унидеп, жыл салға тырысамыз, отандық азық-түлікті сатып аламыз, олар импорттық өнімдерден 2 есе арзан. Вот в чем проблема? В чем проблема? Просто можно начать, попытаться начать учить. И я уверен, что любой человек, который начнет учить казахский язык, начнет учить его без проблем. И ему это даже понравится, ребята. Просто начните, и вам это понравится. Как-то так. Сау болыңыздар.